Ты уйдешь с молитвенного коврика, но ты не уйдешь из-под лика Аллаха. Ты всегда будешь там. Ее 7 аятов вмещают в себя фундаментальные смыслы всего откровения. Аллах всемогущий, и в этом мире Он даст милосердие и добрым, и злым людям, давая им шанс. Не спасла никакой суры, повергла иблиса в отчаяние. Рамзан, вопрос очень важный. Аллах, преславен Он и возвышен, остановил закат солнца для пророка Юши ибн Нуна. В жизни, наверное, каждого человека бывает момент, когда религия становится таким личным, осознанным выбором. Расскажите о своем опыте. Рамзан, вопрос очень важный и корректный, потому что сам человек, сама природа человека пробуждается только в момент появления этого опыта. Аллах в Коране, как рассказывал мне мой преподаватель Даккижинит из Алханюрта, Аллах в Коране говорит в суре последней, 114, существует 3 типа опыта и 3 типа связи человека. Связь родственная, связь договорная и связь божественная. Куль аузу би рабби нас, малики нас, иляхи нас. Вот в этих 3 связях. И именно со связи с Богом и начинается приобретение человеком тех навыков, которые приведут его к благополучию в этом мире и к благополучию в том мире. И для меня это началось слишком рано, в 2 года, когда я получил небольшую такую смерть в виде удушения. Мы играли с детьми, удушение. Этот момент слишком рано пришел ко мне опыт между жизнью и смертью. И я осознал, что существует некая высшая сила, которая контролирует все процессы, будь то внутри нас, будь то вокруг нас. И именно этот момент, почти 50 лет назад, и привел меня на путь Аллаха. Человек имеет свою семью, свой круг общения, круг доверия, работу, соседей. То есть человек не может жить вне общества. Даже находясь в тюрьме, пророк Юсуф разговаривает с этими заключенными, дает им советы. Одному говорит, тебя убьют, ты должен подготовиться к встрече со своим Господом. Второму говорит, ты будешь виночерпием у правителя и так далее. То есть твоя причастность должна охватывать 24 часа в сутки. И чем больше времени будет твоя причастность, тем легче тебе будет и в этом мире, и в том мире, где начнется допрос, где сказано в Коране, то есть каждое мгновение из этих 24 часов тебе будет спрос, насколько ты был причастен к моему повелению. Ислам по своей сути всеохватный. Нет точки, в которой нету ислама. Некоторые вещи он отрицает, это тоже его причастность. Это можно, это нельзя. И ислам это не просто можно и нельзя. Ислам это дух. Ислам это братство. Несмотря на то, что Бог нас создал под знаменем смерти, именно то, что Он нас создал под знаменем смерти, если мы верим в Его милосердность, и означает, что Он верит, мы станем настоящими людьми. Вы шахматист и поэт. Немножко перейдем уже к вашему роду деятельности. Поэзия, она настолько иррациональна, и шахматы — такое торжество логики. Как у вас уживаются эти 2 противоположности? Возможно, именно ранняя причастность к исламу, религиозному воззрению, и привела меня к, казалось бы, столь разным вещам. Поэзия, она не совсем иррациональна, если она имеет хорошее, близкое расстояние к Корану. Коран – это поэзия, полностью поэзия. Невозможно чувствовать Коран, если ты не читаешь эти аяты как поэзию. И таким же образом, какой бы ты стих ни написал, он должен быть как можно ближе расположен к Корану, к притчам, которые там есть, к объяснению мировоззрения, мироздания и так далее. А шахматы, шахматный алгоритм, он дает тебе понимание, что чем бы ты ни занимался, во всем есть определенный
алгоритм, и алгоритм даже души. Это не означает, что шахматы обезличивают человека, делая его шаблонным. Нет. Как сердце остается, так и разум. И они начинают взаимодействовать так, чтобы была максимальная польза. Вах, если вы готовы, давайте мы перейдем к нашей игре. У вас есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас дверь. Это 50 на 50, право на ошибку из рук другу. Что выберете? То, что вы предложите. У меня, по большому счету, отношение ко всему не количественное, а качественное. Поэтому в вопросах количественных я буду слаб, но, надеюсь, выживу за счет качественных вопросов. 50 на 50 и право на ошибку. Вас устраивает? Понимаете? И первый вопрос звучит так. Для какого пророка Аллах, преславен он и возвышен, остановил заход солнца? Исы, мир ему, Мусы, мир ему, Юши, мир ему, Юсуфа, мир ему. Вот этот момент мной упущен, тогда начну чуть-чуть вспоминать. Иса, как родился, сразу заявив о себе как о пророке, начиная говорить так: Муса, которого спасли в корзине, так Юша наименее знакомый, потому что Юша в коранической теме не упоминается. Юсуф, для него тоже нету. Тогда возьмем первые две, я оставляю для себя Аису и Юша. Так, берем из этих двух. Из истории Аисы я этого не помню. Тогда остановимся на Юша. Аллах, преславен он и возвышен, остановил закат солнца для пророка Юши ибн Нуна, мир ему. Абсолютно верный ответ. Когда тот возглавлял поход на Иерусалим. Это единственное зафиксированное в хадисах случае приостановки движения солнца. Это было сделано для того, чтобы верующие успели завершить сражение до наступления субботы, в которой ведение войны было запрещено. Второй вопрос. Какое первое угощение будет предложено обитателям рая? Печень кита, мед, финики, виноград. Итак, из 4 возможных вариантов наиболее невероятная печень кита, поэтому остановимся именно на печени кита. Первым изысканным угощением, которое предложат обитателям рая сразу после вхождения в обитель вечности, станет лучшая часть печени кита. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Иснад – это ученые уровня ичтихада, комплекс вероубеждений, цепочка передатчиков хадисов, высокая степень веры. Это постоянно встречается, когда ты рассматриваешь хадисы и сомневаешься в этих хадисах, насколько они правильно переданы. Поэтому иснад – это цепочка передатчиков хадисов. Иснад – это непрерывная цепочка передатчиков, ведущая к первоисточнику текста, словами или действием посланника Творца. Абсолютно верный ответ. Наука об иснаде возникла как критически важный инструмент верификации достоверности информации, позволяющий отличить подлинные хадисы от вымышленных или слабых преданий. Четвертый вопрос. Кто из сподвижников посланника Творца удостоен титула «Господин Шахидов»? Хамза ибн Абд аль-Муталиб, Абу Бакр ас-Сидик, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб. О каждом из этих великих людей можно было сказать многое. 3 из них были убиты, кроме Абу Бакра. Абу Бакру единственного посчастливилось погибнуть собственной смертью. Они настолько хотели передать людям Коран, настолько оставить слово Аллаха, настолько стать личным примером самим, своей семье и так далее. Например, уходя из Мекки, пророк Мухаммад сказал: это последняя черта, и с этого момента мы отвергаем все ложное. Они даже отбросили жен, которые не уверовали, забрали своих женщин от неверных людей. И так это была черта. И эту черту перешли 3: Хамза, Осман, Али. Тем, кого назвали господином Шахидов, это был очень похожий на пророка саллаллаху его родственник Хамза ибн Абдуль-Муталиб. Почетный титул господин Шахидов носит дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Хамза ибн Абдуль-Муталиб. Абсолютно верный ответ. Он удостоен этого звания за беспримерное мужество, героическую гибель в битве при Уходе. Также он известен как Лев Аллаха. Пятый вопрос. Какое самоназвание не упоминается в Коране? Фуркан, Китаб, Танзиль, Аджурумия. 4 название не упоминается в Коране, однако 3 выше названных названия Корана, они указывают на разные степени воздействия Корана на людей и его внутреннее содержание. Танзиль, оно означает ниспослание. Сам Коран, сейчас начинается месяц Рамадан, который посвящен именно этому.
И когда сам Коран не спасался, сначала весь Коран был ниспослан на нижайшее небо и остановился там. То есть все 23 года, что бы они ни говорили, на их размышления, на их вопросы и на их деяния, Аллах отвечал из Корана, который уже лежит. То есть он знал, что происходит. И что будет происходить в ближайшие 23 года и далее до судного дня, конечно. И подчеркивается танзилом именно это. Дальше Фуркан как развлечение. В Коране четко с этого момента различаются все вещи, добро и зло. И люди, причастные к Корану, либо немедленно попадали в ад, отвергнув Коран, либо были удостоены рая. Некоторые из них, например, 10 ближайших сподвижников посланника Аллаха, узнали еще при жизни, что они войдут в рай. Китаб – это как собрание книг всех слов и намек на то, что Коран нужно собрать, и намек на то, что чтение – это высшее знание на земле. И в момент появления этой книги начинается оно со слова «икра» – «читай», то есть уже книга начинается. И кроме того, только слово было. Были огромные цивилизации, персидская, византийская, римская, китайские цивилизации, и все эти цивилизации имели огромный потенциал, однако одно слово Аллаха, и все поверглось в прах, потому что начиналось изменение предопределения, и обездоленные получили надежду до судного дня в виде религии добра – ислам. Коран содержит несколько самоназваний, таких как Аль-Фуркан – развлечение, Аль-Китаб – книга Аз-Зикр, напоминание, Ан-Нур – свет. Что касается Аль-Аджуруми, то это знаменитый учебник по грамматике классического арабского языка, написанный в 13 веке марокканским ученым Ибн Аджурумом. Он не относится к именам Писания. Шестой вопрос. Какую суру называют матерью Корана? Ясин, Аль-Фатиха, Аль-Ихлас, Ан-Нахль. Сура Ясин – это сердце Корана называется. И в суре Ясин есть уникальные вещи. Одну из них мне рассказал мой учитель Дакки Жунид. Там рассказывается, как двое посланных, подобных посланникам, увещевает народ, третий усиливается третьим, потом приходит к ним на помощь мирный житель с окраины города, он приходит и увещевает их, почему вы пытаетесь убить и навредить людям, которые говорят только делайте доброе, справедливое, и его убивают. И удивительно то, что три посланца Аллаха, про них очень мало, но про этого человека, который погиб, защищая их, это посыл нам, и поэтому это сердце Корана. Это посыл нам, чтобы мы защищали истину вплоть до самопожертвования. Нахаль – это сура, названная так по пчелам, которые там рассказывают. И Ихлас – это все короткое, что можно сказать об Аллахе. И мы оставляем суру Аль-Фатиха, которая по-другому в Коране еще сказано 7 повторяемых, потому что там 7 аятов, которые повторяются нами в каждой молитве. Сура Аль-Фатиха. Суру Аль-Фатиха называют мать Корана. Абсолютно верный ответ. Это обусловлено тем, что ее 7 аятов вмещают в себя фундаментальные смыслы всего откровения. Восхваление Господа миров, признание властелина судного дня и мольбу о прямом пути. Ее чтение является обязательным столпом в каждом ракате молитвы, как вы сказали. Что является для вас самым сложным и, напротив, самым приятным в Рамадан? Месяц Рамадан – это то, что возвращает нас во внутреннюю сущность, которая должна двигать нами в течение всей нашей жизни. Рамадан, как учил меня мой учитель, это середина шага, который должен нас привести к последнему. Он вот как делил путь к Рамадану. Аллах дает нам маленький Рамадан каждую ночь. То есть в месяц Рамадан пророк саллаллаху сказал, если вы не едите, но грешите глазами, руками, ногами, Аллах не нуждается в вашем голоде. То есть не только голодание, да? И это месяц ниспосылания Корана. И Аллах дает нам каждый день маленький Рамадан ночью. На 6-8 часов вырубает наши глаза, не грешат, наши уши не грешат. Если наш каждый день начинается с этого понимания, что сон – это попытка заново нам сказать,
Давайте хотя бы сегодня с доброго дела. Итак, 8 часов каждый день, 24, 1/3 у нас Аллах очищает нас эту ночь. Но есть еще месяц Рамадан, который не спал. Первое, механически, хочешь ты, не хочешь, ты вырубаешься. А месяц Рамадан – это договор, не механический, а договор. Аллах говорит нам, этот месяц ты не только ночью будешь спать добрым, но и днем будешь также оберегать, будучи в сознании, оберегать и тело, и свои помыслы, и так далее. И поэтому самый трогательный момент в том, что это наш договор, осознанный шаг. И это делают все, что успокаивает нас. Если бы тебе одному это предписали бы, было бы трудно, как и всем пророкам было трудно. И последнее, после первого механического, после договорного Рамадана, ты должен понимать, что настал третий шаг, момент для третьего шага. Теперь ты уже осознанно после месяца Рамадан пытаешься сохранить этот Рамадан так, как будто бы этот месяц Рамадан продолжается, но ты не голодаешь. Также можно его сравнить и с намазом, также его можно сравнить и с хаджем. Вот человек идет в хадж, он пришел, заплатил, там сейчас умра тоже принято очень много там, но ты должен понимать, даже если ты 100 раз туда пойдешь, но если ты выполнишь главную миссию, как? Куда мы идем? Это первый дом поклонения. Как он нам достался? Ибрахим, алейхиссалам, вынужден был из-за того, что у него не было помощников, бросить свою жену и своего будущего пророка в пустыне. И там постепенно, каждый год один раз он только приходит, там потихоньку появляется заново Кааба, которую Адам построил, заново появляется поселение, народ, и в последний момент появляется последний пророк Мухаммад ﷺ. То есть такая огромная цена человеческой жизни. Эта женщина сама одна там оставалась и так далее. И пророк Мухаммад ﷺ боролся за то, чтобы эта Кааба стала надеждой обездоленных. Вот если ты будешь после того, как придешь из хаджа и скажешь себе, я заплачу так же, как заплатили эти, чтобы быть надеждой, твой хадж принят. Если ты делаешь намаз не для того, чтобы 5 раз встать на намаз, а помнить, что после того, как ты уйдешь с намаза, тебя ставят на намаз, чтобы ты знал, что ты всегда перед Аллахом. Ты уйдешь с молитвенного коврика, но ты не уйдешь из-под лика Аллаха. Ты всегда будешь там. И тогда твой намаз принят, и каждый намаз принят, когда ты, уйдя, не забываешь, что ты перед ним. Вот так же Рамадан является для меня напоминанием, оживлением того, что у меня есть, чтобы я именно через Рамадан завершил круг механического, договорного, чтобы я сделал это все осознанно. А вот что вас удивило больше всего при изучении вот религии? Есть ли вот то, что вас вот прям зацепило? Опять вернусь к своему учителю, да, Деккюжниль. Он давал мне тетради, дает задание, вот эти задания, идешь к этому алиму, этому, я заполняю. Потом одну тетрадь говорит, возьми сам, заполни на эту же тему. А потом он сам рассказывает, не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы показать, что только сообща полная причастность людей к истине, она облагораживает и семью, и личность. И чем намного быстрее, чем вымощенные дороги, выстроенные дома, сердца наиболее сильнее и долгосрочнее перспективе оживляет мир. И таких удивительных мест очень много. Приведу пример одного из таких моментов. Он давал мне задание, говорит, расскажи мне, почему он был знатоком многих религий, Ветхий Завет, Новый Завет и Коран. В Ветхом Завете, говорит он, смотри, вот здесь сказано, Муса, что у тебя в руках, пророком Мусе? Аллах говорит, посох. А в Коране более подробно сказано, что у тебя в руках, посох. Я прислоняюсь к нему, когда устаю, срываю с него листья, с веток для моих стад, есть в нем и другая польза. Он говорит, в Коране ничего лишнего нету, ничего лишнего. Почему столько много слов? Прислоняюсь, срываю им листья с веток для моих стад, есть в нем другая польза. Он говорит, когда пророки приходили к людям, чтобы люди стали добрее, приняли истину, он становится в будущем как правитель истины. Они его отвергали и требовали от него чудес или других вещей. Когда они
показывали им чудеса, подобно Мусе, он показал им посох и руку. Эти вещи, вот человек идет, у него есть свои руки и палка, чтобы ему долго идти, да, если ему долго идти. Эти две вещи, казалось бы, у всех людей могут быть, что с ними можно сделать. Но Аллах говорит, смотри, что у тебя в руках? Палка. И дальше Аллах приводит в Коране его слова, чтобы мы поняли, что он не причастен к этой палке. И чудеса, которые произойдут потом, некоторые люди считали, что Муса Бог. Его брата Харуна они меньше слушались, а его боялись, думая, что он тоже Бог. Салях раздвинул гору, оттуда появился верблюд. Айса бросил сделанную из глины штучку, подбросил, она превратилась в птицу и так далее. И они принимали этих людей, например, христиане принимают Иисуса за Бога. И вот, чтобы люди поняли, что эти пророки не причастны к этим чудесам, они свидетели чудес, которые творит Аллах, для того, чтобы люди поняли, Аллах близок ко всем людям. Поэтому в исламе нет разницы между кем бы то ни было, только в его богобоязненности. Вот этот момент, таких моментов в Коране очень много. Хорошо, продолжим нашу игру. 7-й вопрос. Сколько человек приняли ислам в период тайного призыва? 10, 20, 30, 40 человек. Если мы начнем перечислять, начиная с первого человека, который принял пророка Мухаммада саллаллаху не только как мужа, но и как пророка, Хадиджа, величайшая из женщин. Потом добавим, что из взрослых пришел Абу Бакр, который сразу привел самых лучших будущих асхабов, и Али, который возглавил элиту молодежи. Доведем это число до 40 на период тайного призыва. Пусть будет 40. В течение первых 3 лет пророческой миссии Мухаммада, благословить его Аллах и приветствует, осуществлял тайный призыв. За этот период ислам приняли около 40 человек, ставших первыми сподвижниками. Абсолютно верный ответ. 8-й вопрос. Сколько сур было ниспослано в Медине? 25, 28, 34 и 37. Так, для начала, как я уже говорил ранее, в количественном я более слаб, чем в качественном. В Мекке 13 первых лет, в Медине 10 лет. В течение 13 лет были ниспосланы маленькие и духовные суры, которые были связаны не с шариатом, не с правилами, а связаны с ростом духовной личности. Весь Коран, если несведущий человек спросит, расскажи мне в 2 предложениях весь Коран, можно сказать, что Коран – это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и закон Божий на 2 части. Свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха – это мекканский период, и закон Божий – это уже шариатский. Если допустить, что шариатский – это наиболее большие суры, где даются знания о долге, о войне, о мире, о женитьбе и так далее, то это количество должно быть меньшим из 114, где большинство маленьких сур находится в самом конце Корана. Итак, если допустить, что количество ниспосланных в Медине были большие суры, то количество их должно быть не слишком большим, поэтому пусть будет 28. В Медине после хиджры ниспослано 28 сур. Абсолютно верный ответ. Эти суры обычно длиннее мекканских и содержат нормы права, социальные законы и принципы государственного устройства. 9-й вопрос. Как зовут ангела, являющегося главным стражем рая? Малик, Ридван, Микаил, Азраил. В исламской традиции главным ангелом рая или стражем, если не ошибаюсь, Ридван, и к ангелу ада, если не ошибаюсь, относится Малик. Ангелом-хранителем и главным стражем рая является Ридван. Абсолютно верный ответ. Он возглавляет сонм ангелов, которые встречают праведников у врат вечности, приветствуя их словами мира и радости. Был один момент, который мне тоже понравился от моего преподавателя Дакки Джунида. Он говорил, ты знаешь, говорит, Лаха, почему ангелы, как только Аллах сказал, поклонитесь, они поклонились, а Иблис почему не поклонился? Он мог же схитрить, говорит, один раз поклонился и все. И потом он сам рассказывает мне. Дело в том, что, говорит, одним поклоном бы дело не закончилось. Вот, например, появляется новая цивилизация, новый человек, за ним последуют другие люди.
король умер, да здравствует новый король. Люди приходят и поклоняются новому королю, да? Вот тут то же самое. Аллах говорит, я решил сделать правителем Адама. Они сначала удивились, он же будет как джинны. А потом сказали, хорошо, мы поклонимся. Но дело вот в чем. Ангелы до появления человека занимались, часть этих ангелов, своими делами. Но как только появились люди, ангел Джабраил смотрит, приносит откровение. Резван, как мы уже сказали, за раем смотрят ангелы, которые записывают добрые и злые дела, ангелы, которые приносят душу, уносят душу. То есть они начали обслуживать человечество как халифат. Поэтому Иблис знал, что если он поклонится, и джинны тоже будут помогать людям, а он этого не хотел. Поэтому он сказал нет, а ангелы поклонились и после этого стали помогать человечеству до судного дня. Мы очень, кстати, пришли к этому вопросу, потому что у нас как раз 10-й вопрос. Не спасла никакой суры, повергла Иблиса в отчаяние. Аль-Фатиха, Аль-Бакара, Аль-Имран, Ан-Ниса. Ниса – это о женщинах, там в основном истории женщин рассказывают, хотя это очень большая сура. Аль-Имран – о праведнике Имран и так далее. Аль-Бакара – это очень большая сура, и в этой суре и лежит этот рассказ, который мы сказали. Однако сура Аль-Фатиха, о которой мы ранее говорили, в этой суре все настолько досконально изложено, что может тоже быть причиной отчаяния Иблиса. Сама сура сначала говорит о том, что Аллах всемогущий, и в этом мире Он даст милосердие и добрым, и злым людям, давая им шанс, чтобы у них не было довода против Аллаха. Затем Аллах говорит, сколько бы у вас не было правителей в семье, на работе, в правительстве, Аллах говорит, настоящий правитель я. Потом говорит, попроси меня, говорит, только меня, чтобы вел тебя по прямому пути. И тут в самом конце Аллах говорит, и скажи, чтобы я спас тебя от двух вещей. От гнева, подобно Иблису, который разгневал Аллаха, потому что он, зная Аллаха, воспротивился ему, и от заблуждения, люди, которые фанатично отклоняются от истины и не пытаются. Поэтому возьмем Фатиху, хотя вся история изложена в Бакара. Это абсолютно верный ответ. Неспослание сура Аль-Фатиха стало сокрушительным ударом для Иблиса. Предания гласят, что он издал громкий вопль отчаяния, осознав величие этого откровения. Сура содержит в себе суть единобожия, открывает врата к прощению грехов и является совершенным руководством для поклонения, что делает ее защитой для каждого верующего. На самом деле, когда я составлял эти вопросы, я пытался все же какие-то добрые вопросы ставить, чтобы не было вот этого без каких-то вот тех ограничений, которые есть в религии, хотя они тоже, конечно, есть. Правильный подход. Ислам, вообще, ислам, в принципе, это буквально эволюция, а не революция. Революция в исламе предполагается, когда делать нечего. Посмотри на жизнь пророка саллаллаху. Он не сопротивляется, семью Ясира уничтожает, он говорит, будьте терпеливы, их высылает, их пытаются убить. И даже в момент своей победы, что он говорит? О, жители Мекки, которые сражались со мной, как вы думаете, что я буду с вами делать? И они говорят, ты простишь нас. Он говорит, я вас простил. Тот, кто убил его дядю, вот этот Хамзу, он говорит, я принимаю твой ислам, просто сабарик, что алмалилааль. И таков был подход ислама, то есть ислам – это эволюция, но не революция. Революция совершенно самая последняя точка, когда уже все погибают. Вах, поздравляю тебя с победой. На самом деле это была очень интересная, познавательная игра. Надеюсь, наши телезрители также получат из этого пользу. Мастер Марнаш Обалда Рамзан. Для меня это уже вторая встреча. Мне очень приятно. Давай, Тубаю.